меня. Алиса Андреевна, пожалуйста. Добрый день всем. Сейчас я включу видео. Как меня видно? Пока нет. Видно, ага, видно. Сейчас меня видно, да? Угу. Доброго дня всем еще раз. Хорошо, не плавает изображение? Пока нормально. Хорошо. Ну ладно, хорошо, замечательно. Ну вот уже не будем терять время. И я думаю, что уже те, кто задавал вопрос, уже есть в эфире. И вопрос был по королевскому чаю. Ну давайте быстро мы на него, наверное, ответим. Я тоже сама получила королевский чай по акции, который был заказан, да, и вопросы, как его принимать. В принципе, легко и просто. Один пакетик чая разводится на 2 литра воды. Сначала, как обычно, чай кипятим в воду, затем в этот кипяточек опускаем, ну, можно в небольшом количестве, опускаем один пакет чайный и настаиваем от 4 до 4, 6, 8 часов. Да, это, наверное, удобно на ночь оставить. Настаиваем, закрываем. И затем уже доводим до 2 литров воды. Одного пакетика, вот, который, да, у нас есть, вот он, одного этого пакетика Алиса Андреевна, хватает. Опять извиняюсь. не видно, да? Видно, Не но слышно? слышно очень слабо, пишут. Вас... Пишут, слабо слышно. Сейчас как Да. слышно меня? Сейчас как слышно? А то, Яра, вы меня как слышите? Слышу очень хорошо, но пишут в группе Ну, очень по всей тихо. вероятности, у Пишите, людей ага. проблемы со звуком. У Угу. людей, наверное, телефонов. Вот один пакетик мы разводим на 2 литра воды, получается. Сначала его настаиваем в небольшом количестве воды, а потом уже до 2 литров добавляем жидкости. И получаем 2 литра готового чая, который можно пить как в горячем виде, так и в холодном виде. Можно добавлять лимон, мед, ну, кто что любит, да. Кто-то, может быть, и сахар добавит. Добавляет и пьем в любом виде. И храним в холодильнике этот наш настой. И принимаем по стакану 2-3 раза в день. В чем особенность этого чая? Чем он отличается от того чая обычного, который мы принимаем? Да? Это абсолютно натуральный состав чая, не содержит искусственных ароматизаторов, консервантов или кофеина, и без глютена, без глютамата натрия, подходит для веганов. И в чем его уникальность состава этого чая? Здесь есть, так как это чай, конечно, у него мощный детокс. Мощный детокс, небольшой такой мочегонный эффект за счет трав, которые входят в состав. Да, это тоже травы в основном лекарственные. И здесь также помогает контролировать вес, очищает от токсинов. Все наши продукты абсолютно работают на повышение, да, на, скажем, нормализацию иммунитета. И плюс, учитывая, что в составе есть такие препараты, лекарственные в состав, да, лекарственные растения, успокаивают нервную систему, из состояния стресса, депрессии выводят человека. Ну, какой состав? По составу быстро пробежимся. Мотыльковый горошек здесь в составе, хурма, ну, нам в основном названия неизвестные, да. Дальше. Сенна, папайя, мира, алтей. Вот, и чем вот этот мотыльковый горошек интересен? Вот как раз он оказывает такое мощное действие, да, для снятия стресса. Соответственно, тем, у кого есть проблемы с нарушением сна, кроме того,
улучшает кровообращение при хронической усталости, слабости рекомендуется. Алтей здесь лекарственные составы, да, мы говорили, что лекарственные травы. И, ну, вообще действие алтея какое? Уменьшает воспалительные процессы в организме. Здесь, конечно, идет такое усиление больше на желудочно-кишечный тракт. Дальше мира здесь входит, да, тоже это воспаление снимает, воспаление кожи, воспаление слизистой оболочки полости рта. Папайя. Папайя нормализация сахара. Дальше, опять же, на желудочно-кишечный тракт это язвы, колиты, болезни печени, улучшает пищеварение. Сенна. Ну, сенна – это слабительное действие, конечно, которое проявляется не сразу, да, оно, потому что за счет усиления желчегонного вот эффекта усиливает желчеотток. Запоры, да, нарушение, это нарушение пищеварения связаны в основном с застоем желчи. Если есть какие-то проблемы в протоках, есть проблемы деформации желчевыводящих путей, перегибы всевозможные, да, отток желчи нарушен. Соответственно, нарушается и пищеварение, и нарушается как раз вот эта вся в пищеварительном тракте эвакуационная способность. Пытаясь подобрать слова, избегать медицинских терминов, попробую на таком простом, понятном языке говорить. И, соответственно, здесь больше такой слабительный эффект за счет желчегонного именно, да, эффекта, за счет эвакуации желчи из желчного пузыря. Дальше, какой еще? Хурма входит в состав. И ну, у хурмы тоже множество всевозможных, да, полезных действий, в том числе еще и содержит в себе множество тоже витаминов, полезно. И хурма считается лучшим, таким одним из лучших продуктов, да, для беременных женщин. И как раз тоже в основном работает на желудочно-кишечную систему. И здесь в чем удобство еще, что ну, один раз приготовил настой, да, и храним в холодильнике. Единственное, не нужно разогревать, получается, микроволновой печи, микроволновки, потому что эффективность теряется настоя. И он имеет такой красивый синий цвет, который говорит о натуральности продукта. Далее, по вопросам. Вопросы были по поводу простатита. Задавали вопрос, что эффективно при простатите. Но мы в прошлый раз говорили, да, что простатит также это воспаление. Как правило, вызывается тоже, это инфекция, да, мочевыводящих путей, соответственно, воспалительного характера. И здесь, тем более, мужчина задавал вопрос, простатит, ну, все, что кончается на «и», это воспаление. Здесь задача снять воспаление. И наши, опять же, продукты базовые, конечно, это Accelerate, это Elevate обязательно, плюс улучшение кровообращения, противовоспалительный эффект, да, это понятно, что это наши и иммуне, и Б-иммун, и Б-кардио, и плюс иммунокод. Кроме того, Редженер, потому что тоже имеет противовоспалительный эффект. И вот, не помню, по-моему, Сергей обращался там, боюсь ошибиться. И могу пробежать сейчас, да, выше. Николай это задавал вопрос, говорит, что болеет долгое время. И, соответственно, Николай, если вы в эфире сейчас, вы можете выбрать себе тоже на вкус, на запах, да, на цвет любой наш продукт, который вам больше нравится, который удобнее. Ну вот меня многие спрашивают, а принимаю ли я сама продукты? Меня слышно, да, Туяра?
Слышно? Да, хочу показать все, что у меня есть в моей корзине. Иммун, Мгм. бекета, редженер, так как у меня у самой ревматоидный артрит, да, проблемы с суставами. Грей Китс, как перекус, если куда-то выезжаю, я с собой Грей Китс беру. Elevate, конечно, обязательно. Иммунокод в данный момент, потому что это один из моих, да, теперь любимых. Hydrate, понятно, тоже развожу. B-кардио, B-слим, каннабидиол. Ну и всегда у меня пластырь на шее. Вот моя корзина, здесь не хватает акселерейта. Акселерейт закончился, ну, посылочка еще не пришла, потому что акселерейт я, в принципе, пью тоже максимально без перерывов, да, но сейчас там несколько дней буквально у меня перерывчик получится. И вот и сейчас плюс получается еще синий королевский чай. Вот моя корзина, которая постоянно находится у меня здесь на кухне, да, и поэтому для себя вы можете выбрать тот продукт, который вам больше нравится на цвет, на запах, на вкус. Практически все они имеют у нас противовоспалительный эффект. Кроме того, здесь нужно нормализовать, тоже улучшить иммунитет, для того, чтобы организм сам самостоятельно справлялся, да, с патологией и не только простатита. Ну и плюс здесь самое главное – это принимать длительно. Не 5 дней, не 10, не месяц, не 2 там, месяца, да, а принимать длительно. Это должно просто стать уже таким стилем жизни. Потому что так как это клеточное питание, это не лекарственные препараты, хоть в них в состав входят лекарственные растения, да, множество, но наши продукты не являются лекарством. Это питание, это правильное питание, это питание для клеток наших, да, для клеточное питание так называется, и поэтому принимать нужно длительно. Но в прошлый раз я говорила, что обновление нашего организма, обновление на клеточном уровне, да, происходит не сразу. Идет только через 7 лет наши клетки обновляются полностью. Ну, там по органам не будем говорить, потому что тоже по органам где-то обновление происходит там каждую неделю, допустим, да, эпителии, допустим, да, кожные эпителии, слущивание происходит, обновляется очень быстро кожа. Ну, там ногти, волосы, вы тоже знаете, у нас очень быстро растут, да, там идет быстрое обновление. Наши другие органы внутренние точно так же могут восстанавливаться, да, и печень в том числе восстанавливается, если убирать те агенты, которые действуют, да, токсические, химические, там, всевозможные инфекционные агенты, если мы убираем, то наша печень может восстановиться. И вот полное наше восстановление, скажем так, происходит через 7 лет. Поэтому настраивайтесь и принимайте наше клеточное питание длительно. Дальше. Вопрос по деменции. Но здесь я отвечала в чате, но хочу более подробно. Ну, что такое деменция? Деменция, как правило, это потеря памяти, да? Потеря памяти, с чем это связано? Опять с нарушением кровообращения в головном мозге, с нарушением питания головного мозга. И, как правило, деменция наступает на фоне гипертонической болезни, артериальной гипертензии, когда длительное время, на протяжении многих лет, держится высокое давление. Даже если человек принимает какие-то там лекарственные препараты и все и прочее, да, тем не менее, как раз начальные проявления, ну, даже неврологов есть такая шутка, да, но не только неврологов, но и терапевтов, что начальная, когда стадия деменции начинается, да, первая, вторая стадия, доктора не обращают внимания на пациентов. А эти пациенты, они ходят в достаточно молодом возрасте, женщины после 40 лет, они ходят по всем врачам, но им диагноз никто не может поставить. Как правило, ставит там артериальная гипертензия, там ГБ первой, второй степени, ну, гипертоническая болезнь, да. Дальше там вегетососудистая, ну, дистония или там нейроциркулярная дистония, там по гипертоническому типу, там астеновегетативные всякие состояния, да. И обычно у этих женщин масса жалоб, они говорят, болит все, да.
иногда бывает такое состояние, чтобы там головные боли, нарушение сна, тревожность, депрессия. Лиссандра, Да, Лиссандра, пишут все равно даже через наушники слабые. Может, к динамику поближе сесть или как? динамику поближе. Давайте я Да. попробую убрать я же поставила режим полета, чтобы мне никто не звонил. Сейчас лучше слышно? Пишите, пожалуйста, например, все хорошо, а все равно пишут, что звук слабый. Много народу пишет, что звук слабый. Ну да. Многие пишут, да, что звук слабый. Сейчас Интересно. лучше пишет Анна. Лучше. Но я режим Да. полета ставила, чтобы не проходили звонки. Как сейчас со звуком? Пожалуйста, пишите в чате, как звук. Как звук сейчас, в данный момент? Сейчас Отличное попробую. звучание, пишет Вероника. Нормально стало, пишет Матрена. Ну, Отлично, хорошо. пишет 10. Хорошо. Ага, С какой ага. фразы, откуда нужно повторить? Ну, про деменцию. Мгм, Кратенько опять, да, деменция. мгм. Это нарушение питания головного мозга. Это нарушение... Все питание зависит от содержания кислорода. Насыщение, да, крови кислородом. И уже и когда начальная стадия начинается, на фоне, как правило, это чаще гипертоническая болезнь. Ну, там есть еще причины, может, но это, как правило, гипертоническая болезнь. Артериальная гипертензия – это повышенное артериальное давление. И начальная стадия деменции, ну, вот, да, нарушение, беспокоится сам человек, как правило, да, пациент, скажем, обращается, его очень много жалоб вначале появляется, головные боли, слабость, недомогание, снижение памяти, нарушение сна, депрессия, тревожность, агрессия, да, раздражительность, бесит все, да, скажем, лишнее, не воспринимает много информации, кажется, что там все что-то тараторят или много говорят. Вспомните каждый себя, когда вы пришли в академию. Вот вспомните. Казалось, что очень много говорят и очень долго, да, и непонятно. В основном, да, вот многие же говорят, вот я заходила в академию, ничего не понял. Говорят там час, два, три, да, пять, шесть, и я вообще ничего не понимаю, меня бесит, раздражает, не нравится. Вот, здесь не усваивается информация. Нет, скажем так, возможности вот, ну, сосредоточиться, да, на какой-то, и все вылетает, скажем, из ушей. И вот эти жалобы, это вообще начальная, да, степень нарушений. А наступает деменция, вот это уже крайняя степень нарушения кровообращения, это деменция. Тогда уже человека ничего не беспокоит, он доволен всем, да, его все устраивает, ему уже ничего не надо, все, уже там, ну, нарушение памяти, чего-то, зато уже начинает беспокоиться его окружающие, да, дети, внуки, потому что уже начинают беспокоиться, потому что там деменция такая, забывает все на ходу, забывает выключить, забывает, выходит, уходит, не возвращается домой, не помнит адреса, не помнит ничего, да, ну, как правило. И тогда уже начинается беспокойство окружающих. И вот есть такое понятие, неврологи, терапевты, да, говорим, что как раз надо деменцию-то лечить на начальных стадиях, когда вот человек ходит и везде жалуется. Все болит, но никто еще на уровне органов ни один доктор не видит патологии. Вот у этого человека все нормально, но человек понимает, что что-то не то, плохо запоминает, плохо спит, плохо меняется, ну, ухудшается отношение в семье, да, и все и прочее, там, с мужьями, с детьми, с соседями, в коллективе, человека становится невозможным характер. Поэтому, вот говоря про деменцию, я и говорю о том, да, что давайте вспомним, как мы пришли в академию, большинство, да, не все, но большинство, говорили, что ничего не понятно, информация не усваивается, сидеть не можем, как можно там сидеть 2 часа, слушать, да, а потом уже и по 10-часовые тренинги высиживали, да, спокойненько, информация вся усваивается,
и спать не хочется, и ни спина не болит, ничего не болит, да? Вот как раз поэтому хочу на этом заострить внимание. Принимайте все наш продукт, пока не началась деменция, потому что потом уже ее лечить поздно. Но практически, если наступила уже диагноз, если деменцию уже поставили, то помочь, конечно, бывает сложно, но чудеса случаются. Продукты наши нужно все предложить женщине 74 года. В принципе, как бы скажем так, возраст еще такой, да, не совсем, не старости. Дальше. Вот, и ну я писала, что здесь любой продукт, да, это Елена задавала вопрос, здесь Elevate, Accelerate, это весь список можно было продиктовать, иммуне, кардио, иммунокод, детский, да, если сложно глотать, если это уже человек, ну, сложно за ним контролировать, то, пожалуйста, и если невозможно Elevate и принимать достаточное количество жидкости в день, воды чистой, тогда, конечно, вот другие наши продукты, которые хорошо очень разводятся в воде, и иммуне, кардио, пожалуйста, да, детский продукт, что у нас еще, Редженер, пожалуйста, ну, любой продукт, который понравится тоже вот женщине. Дальше. При миоме матки большая опухоль, эрозия матки, боль коленных суставов, да? Тоже этот вопрос, на который мы не отвечали, да? Правильно? Я же не повторяюсь. Ну, миома матки. Миома матки вообще как бы тоже в медицине, да вообще не только в медицине, есть такое понятие, что свято место пусто не бывает, да, скажем так. Это первое. И миома просто так тоже не появляется. Миома – это доброкачественная опухоль. Доброкачественная опухоль, которая может быть и больших размеров, да, эрозия матки – это тоже, опять же, как правило, это ну, всевозможные тоже бактериальные, да, вирус папиллома человека. Дальше боль в коленных суставах. И, ну, коленные суставы тоже надо понимать, что там деформирующие какие-то остеоартрозы идут, либо какие-то артриты воспалительные, да, либо это реактивные артриты. Ну, поясню, остеоартроз, что это там? Прямо начинает уже суставы между собой, да, вот они же постоянно в движении находятся, да, и когда нет, скажем так, веществ для смазки, не хватает, да, собственной, не вырабатывается, тогда уже начинается трение. Плюс там остеопороз, разрежение костной ткани, да, не хватает кальция, все и прочее. Я в прошлый раз, кстати, говорила, да, что у меня в 2015 году был поставлен диагноз по денситометрии, да, у меня была начальная стадия остеопороза, ну, остеопения называется, снижение плотности костей. Вот в конце 21 года я ходила на ультразвуковую денситометрию, у меня вообще нет признаков остеопороза. Плотность костей у меня восстановлена за 4 года. 4 года я не принимаю лекарственные препараты, потому что лекарственные препараты, которые назначаются, ну, в травматологии, вот ортопедии, ревматологии, они очень дорогие, это первое. Второе, я еще не видела, да, как бы эффективности на знакомых, друзьях, пациентах и все и прочее. Зато это очень сильно бьет по кошельку. Кроме того, вы привязаны к доктору, да, если какие-то внутрисуставные вещи делать. А здесь, значит, собственная выработка идет, да, и кроме того, восстановление плотности костей. Если это артриты какие-то воспалительные, то тоже надо понять, какие артриты. Аутоиммунные артриты идут, да, там, ну, воспаление или реактивные артриты. Реактивные артриты, как правило, бывают при вот заболеваниях, да, мочеполовой системы очень часто, реактивные артриты при половой инфекции. Вполне возможно, что здесь миома, эрозия и все и прочее, там есть какая-то инфекция, да, мочеполовая, и, соответственно, идут реактивные артриты. Но я не вижу возраст, поэтому мне сложно сказать. Ольга Павловская, да, Ольга задает вопрос. Здесь, опять же, все наши продукты, абсолютно все. Тоже все, что вам понравится. Здесь обязательно LEV, конечно, Accelerate, это базовые продукты. Дальше для того, чтобы помочь организму, это иммунокод. И есть у нас уже результаты на кардио, да, тоже как такое побочное хорошее действие продукта. И, конечно, Hydrate обязательно, потому что миома матки, хоть это
и доброкачественная опухоль, да, но в любом случае. И эрозия шейки матки, ну, это инфекционная, чаще всего там вирусная этиология. Поэтому, опять же, все наши продукты, те, которые я сейчас перечислила, и вот я тоже написала, что много по левейту, Надежда Будаева, кстати, писала, лев как базовый, это обязательно, да, и редженер с куркумин для снятия воспалительных вообще процессов в организме, это все действительно. Дальше. Еще был вопрос, так, вот так, Ольге мы ответили, да? Так, клеточное питание действительно помогает. Так, это Николая мы тоже ответили. Слышно, да? Яра? Так, слышно. И вот сейчас во время чата, да, у людей вопросы. Можно, да, ответить, ну, если можно. Да, давайте, наверное. Я думаю, что каждый Вот хочет Ирина получать продукты. Городилова спрашивает, у кого непереносимость к лактозе, как усваивается иммунокод? Я так понимаю, в нем содержание молозива. Ну, кстати, хорошо переносится. Да, надо, конечно, пробовать. Переносится хорошо, потому что там пептиды молозива. Там нет чистого молозива, да, это пептиды молозива. Но так как трансфер фактора я сама с 8-го года принимаю, с 8-го года это получается 13 лет, да, на протяжении 13 лет и знаю о трансфер факторе, но никогда не было каких-то побочных действий или там осложнений, да, при непереносимости лактозы. Поэтому есть у нас опыт даже применения у ребенка, и этот ребенок он сейчас жив, скажем, да, назло, как говорится, всем диагнозам. Ну, так кратко расскажу, это моя приятельница, и поздние роды были, ну, и так получилось, такая была страшная ситуация там и в семье в тот момент, и ребенок родился недоношенным, не помню уже, какой срок был беременности, и она мне вот как к врачу обратилась, позвонила, но неврологи вообще даже отказались в тот момент, детский невролог, я сама лично детским нашим неврологам обращалась с просьбой консультации, ну, отказались, да, сказали, что там такие поражения нервной системы и вообще такие патологии несовместимые с жизнью, что ребенок проживет, ну, несколько дней, не больше. И вот считайте, с 8-го года, да, ребенку на сегодня 8-го, по-моему, или 9-го года, тоже боюсь ошибиться, но это только тогда вот, трансфер-фактор появился. И с тех пор ребенок живет, понятно, там инвалид, да, ДЦП, очень сложное, но мама борется. И буквально вот этому ребенку с новорожденности давали трансфер-фактор, да, тот, который сейчас у нас в иммунокоде уже есть, да, совместно с лучшими компонентами изоловейта и плюс пептиды молозива. И вот эта девочка живет, и всевозможные там реабилитации, конечно, все прочее, но ребенок жив, понимаете? И когда через несколько лет я главному детскому неврологу как-то, между прочим, встретились, я сказала, что вот ребенок-то, помните, вот мы обращались с мамочкой, да, с ребенком, консультации просили, ведь он жив, она была в шоке. Потому что, понимаете, ну вот просто это было там такое поражение центральной нервной системы было, плюс еще врожденные патологии, что это несовместимые с жизнью. Понимаете? Девочка жива. Так, поэтому Второй не вопрос. бойтесь. Да. Второй вопрос. У нас времени мало. Сейчас у нас еще должны выступить наши гости, да, из Улан-Удэ и Израиля. Надеюсь, Сергей Пушенко в видеочате доходитесь, нет? Так, второй вопрос. Мужчина просит уточнить, заменить Виагру чем? Элевейтом или бикардио? Ну, я бы здесь, конечно, рекомендовала
мужчину кормить тоже элевейтом обязательно, утром элевейт, дальше иммунокод обязательно, да, и Б-кардио. Не один какой-то продукт, потому что, опять же, там, если мы говорили, да, о слабости, да, о нарушении потенции в прошлый раз, и здесь, опять же, да, причина нужна, но в любом случае нарушение там есть. Возраст тоже неизвестен, да, не пишут нам, сколько лет человеку. Б-кардио. Б-кардио – это продукт не только для сердца, да, сердечно-сосудистой системы. Я говорила, что это и для второго мужского сердца это продукт, это обязательно, потому что мужской орган, да, главный, он тоже зависит от кровоснабжения, от кровообращения, да, наполнение, скажем так, тоже происходит. Поэтому, соответственно, элевейт утром, иммунокод в течение дня, Б-кардио обязательно. И вопрос Светланы, видите, да? Молозиво, да. Молозиво – это пептиды из пептиды и молозива, это вообще молозиво коров. Ну, давайте я все-таки возьму паузу, да, по поводу нашего продукта. Ну, вообще, на самом деле, как бы во всех исследованиях там началось-то с выделения из человеческой крови, да, ну, человеку, скажем. Ну, и потом, понятно, человеческая кровь – это трансплантация, получается, это запрещено, да, во многих странах в мире. Это, опять же, хоть это кровь, капля крови, это все равно это орган считается. И поэтому пептиды молозива были выделены из коров. Но я надеюсь, что ничего не изменилось. Я возьму паузу. Я обязательно уточню и, хотела сказать, перезвоню, напишу обязательно. Вот. Мужчина молодой, 91-го года рождения. Но там надо понимать, да, частые командировки. Слышно меня? Да. Угу. Частые командировки, понятно, раз это армеец, это стрессы, это напряжение. Далее, значит, да, это, опять же, есть такое понятие, что для того, чтобы сила была в мышцах, надо тренироваться каждый день, да, считается. И здесь, если частые командировки, частые перерывы и все и прочее, тоже, ну, скажем так, это там, скорее всего, не нарушение даже потенции, это больше психологические какие-то проблемы, да, и, соответственно, слабость, усталость и все и прочее, там нервные связи, скажем так. Поэтому здесь, да, наши продукты, чтобы нормализовать общее состояние элевейт обязательно, иммунокод, как мы сказали, Б-кардио, кормите, пожалуйста. А жена вот развелась с ним. Ну, что теперь делать-то? Кушать продукты и жениться вновь. Можно ли Все будет... закапывать глаза LF8 от Да. катаракты? Ну, можно ли закапывать глаза элевейт 8 от катаракты? Ну, я все-таки считаю, хотя есть такие, да, вот эксперименты, как говорится, у нас экспериментируют всячески. И закапывали, и элевейт, но я сама никогда не закапывала. Я все-таки думаю, что элевейт принимать вовнутрь продукты, да, потому что они для того, чтобы принимать внутрь. Но на какие-то раневые всякие там после ожога все прочее делают повязки из элевейт, разводят одну капсулу на 200 мл воды в бутылку, да, разводят, есть такие опыты, потом делают всевозможные примочки на раны какие-то. Но у нас же есть сейчас продукт, который вот я сама в глаза вот лично, да, конъюнктиву закладываю, это у нас наша сыворотка. Сыворотка очень хорошо работает на всех слизистых, но там катаракта. Катаракта, ну, опять же, это, скорее всего, это было какое-то повреждение, да, повреждение, и, соответственно, лучше принимать внутрь продукт. Наши продукты, опять же, всю линейку подобрать для себя опять на вкус, на цвет, на запах, что вам больше нравится. Не только один элевейт принимать. Я знаю, что у меня даже партнеры и подруги до сих пор только один элевейт принимают и больше ни о чем даже не хотят слышать, да.
пробуйте, потому что, опять же, как Андрей Артурович говорит, что развивается же все, да, Elevate, да, классика, это классический продукт, но тем не менее ведь появляются другие продукты. Пробуйте, в том Вот числе как раз идет Б-кардио. акция по иммуноплоду и бикардио, да, по новым Что-что? продуктам. Как раз вот идет у Да, нас сейчас, акция, да, завершается уже. да, да, у нас Очень сейчас идет, нужный как раз идет продукт. акция, и, ну вот в прошлый раз мы говорили про Б-кардио, да, достаточно подробно, но я сейчас хотела бы, наверное, так это более кратенько, да. Здесь в нашем продукте, что очень важно, он содержит L-аргинин. Ну, не совсем, наверное, понятно, да. Это тоже высокие технологии, и аминокислота, вот это L-аргинин, да, это вообще в биохимическом процессе, да, участвует для синтеза оксида азота. Ну, такая незаменимая аминокислота, которая тоже была выделена давно, да. И когда мы стареем после 30 лет, вот это, ну, аргинин, он уже не вырабатывается, да. Ну, мы же стареем же ведь. И как раз снижается, соответственно, содержание оксида азота в нашем организме. А если снижается оксид азота, это уже нарушается кровообращение, кровоснабжение, да, всех абсолютно органов. Вот отсюда. Это страдают сосуды мозга, сетчатки глаза, сердца, легких, почек, кишечника, да, все вот эти кавернозные ткани, мышцы сердца. Помните, я говорила, что вообще как бы половой орган мужской, это кавернозная там, да, ткани, и тоже они очень зависимы от крови наполнения. И помните, я говорила, что если нарушение потенции у мужчины, то, как правило, через несколько лет, ну, как минимум, через 10 лет уже ожидаем инфаркта миокарда, да, у этого человека. Поэтому и нарушается сразу кровообращение вообще везде, во всех. И фишка наша главная, Б-кардио наша в чем? Что другие подобные, да, продукты, они же тоже есть на рынке, но там идет больше усиление на именно сердечно-сосудистую систему, да, там повышение, ну, избирательно, скажем так. А у нас как раз оксид азота повышается во всех тканях, там, где возможна выработка оксида азота. И здесь, если мы сохраняем на уровне L-аргинин, соответственно, синтез оксида азота, то мы сохраняем и молодость свою, да, и память, и глаза, и вообще, ну, многие же заметили, что есть улучшение зрения. Но не все сняли очки, я в том числе, да, просто у меня дальнозоркость врожденная. Врожденная дальнозоркость, это опять же плюсом было в молодости, я очень далеко видела все звезды, да, люди не видели звезды, я видела все звезды, далеко смотрела, стреляла хорошо, имею дипломы по стрельбе, но это было в свое время было моим преимуществом таким, да, дальнозоркость моя. А с возрастом я очень рано надела очки плюс, да, для работы. Но хочу сказать, что вот если оно у меня прогрессировало, я меняла очки, ну, практически каждый год, наверное. Сейчас у меня вот диоптрии не меняются на одном уровне. Держатся, да, линзы менять не приходится. Понимаете, это тоже огромный плюс, потому что менять линзы, менять очки, это тоже дорогое удовольствие, да, в настоящее время. И вот и как раз, ну, как бы моя патология была в молодости плюсом, да, но тем не менее, потом уже вот плюсовые очки пришлось рано надеть. Ну, так как еще работа моя связана с мелким шрифтом, с компьютером и все прочее, да, всегда была с аннотациями, если лекарственным препаратом, помните аннотации, да, вот такая портянка и вот так написано. Дальше. В чем еще Б-кардио? Как раз был вопрос по постковидному синдрому. Ну, чего мы боимся постковидным синдромом? Это, конечно, это тромбы. Это тромбообразование, да, это фиброз, это пневмосклерозы легких. Опять же, что там происходит? Опять же, там нарушается микроциркуляция сосудов, да, нарушение происходит, вот вирус так поражает эндотели, внутренний
эндотель – это внутренние сосуды, эпителий сосудов, да, тоже выстилает повреждения. И потом уже как позднее осложнение ковида – это тромбы. Самое грозное – это вот тромбоэмболия легочной артерии, да, всевозможные тромбозы сосудов, ну, где тонко, там рвется, да, тромбофлебиты нижних конечностей. Есть тромбофлебиты, встречаются даже верхних конечностей, да. И самое страшное – это тромб, когда улетает ствол мозга. Вот у меня 31-го у подруги моей, коллеги, врача, муж врач, умер внезапно от тромбоз ствола мозга. Моментальная смерть 31-го умер, да. Он перенес осенью ковид. Ну, в сентябре или, ну, это было по осени, сентябрь, октябрь, возможно. Супруга, дети принимают он категорически отказывался принимать наше клеточное питание. Просто категорически, да. Ну, не хотел. Понятно, взрослого человека, тем более доктора, убедить невозможно. Супруга тоже болела ковидом. Ну, так как она в ковидном госпитале сама работает, да, с ковидными. В принципе, как бы на продуктах они там не такой большой ассортимент заказывают, но элевейт у нее стабильно. И вот такое случилось. Поэтому тромба. А как раз Б-кардио – это профилактика тромбообразования. Как раз нормализует вот эндотелий сосудов, да, изнутри, вот скажем так, это, ну, просто если говорить, улучшает сосуды и с этим снижает тромбообразование и профилактирует образование тромбов. Поэтому постковидный синдром, соответственно, Б-кардио обязательно. Иммунокод, элевейт, акселерейт, щелочная вода наша, да, обязательно. Вот попутно мы на постковидный синдром ответили, потому что я себе выписывала, что был в чате вопрос. Может быть, мне в личку писали. И пользуясь моментом, да, вот, уважаемые партнеры, хочу вас все-таки попросить не писать мне в личку вопросы. Потому что я в личку отвечу, потом они теряются, да, скажем. Пишите в чат, прямо в этом чате вопросы. Не пишите мне в личку, потому что, ну, потом порой некогда ответить. А когда вы в чате вопросы пишете, да, я пометку делаю для себя, и я потом могу к ним вернуться и ответить вам в эфире. Дальше. Что про, ну, вот, оксид азота, также про эректильную, да, функцию при нарушениях, действительно здесь поддерживает сексуальную функцию мужчин. Ну, не только мужчин, но и женщин, да, потому что у женщин тоже могут быть нарушения, да, снижение либидо и все и прочее. А либидо снижается у женщин, да, желание, в связи с чем? Опять же болячки, голова болит, да, не хочется, усталость, нет настроения, депрессии там нападает, да, или еще чего-нибудь, неуверенность в себе и все и прочее, да, на самом деле нет желания у женщины. И поэтому, принимая наши продукты, соответственно, мы сексуально повышаем как у мужчин, так и у женщин. Ну, омоложение. Дальше. Что еще? Как раз Б-кардио сейчас идет. Вот я Б-кардио просто реально запасов себе сделала, потому что в магазине его нет, он только идет по акции, да, Б-кардио, иммунокод, Редженер, вот те продукты, которые я обязательно, иммуне, запасы делаю обязательно, да, потому что их нет в нашем магазине, они бывают только по акции. И сейчас идет акция. Либо 2 Б-кардио плюс 1 иммунокод, либо 2 иммунокода плюс... Я правильно говорю, что я, да? Да, 2 да. иммунокода и 1 Б-кардио, правильно. Мгм. И $150 стоит. $150, ну давайте озвучим стоимость. Это получается $150, если 80, да? Сейчас 79, Да. по-моему, курс доллара. 80. Это получается 16, да? 16 тысяч, по-моему, стоит, получается, по акции продукт. И я думаю, что, учитывая такое действие, да, нет нигде аналогов, понимаете? Почему Б-кардио нет аналогов? Еще раз хочу пояснить, да. Есть там в других компаниях, но так, чтобы оксид азота практически вот увеличился вообще во всех органах, не только сердечно-сосудистой. Ну, вот такая особенность есть. Дальше по иммунокоду.
Но по иммунокоду, да, вот я еще раз говорю, что здесь трансфер-фактор, фактор переноса, да, который был открыт учеными, ну, достаточно недавно. И как раз это иммунокод, тоже в двух словах, если говорить, скажем так, клетки наши, обучает наши собственные клетки сражаться со всеми агентами, которые, ну, вредными агентами, которые поступают, чужеродными агентами, которые поступают в наш организм. Вирусы, бактерии, грибы, да, патогенные грибы я имею в виду, ну, все что угодно, глисты, там, яйца глистов, да, мы же не едим глистов в натуральном виде, да, а мы заражаемся яйцами всевозможных глистов, да, ну, паразитов. И эти потом, если наш иммунитет не распознает эти яйца глистов, допустим, да, как чужеродные, и они по организму проходят, ну, как пища, скажем, да, кроме того, попадая в те места, где им уютно, комфортно, они размножаются. Вот про яйца аскариды я расскажу, вообще про аскариды, что это такое, да. Так как я врач общей практики, я долгое время работала, вела еще педиатрический прием, да, педиатр, терапевт, ну и пожилые, и плюс акушерство у меня без гинекологии малые хирургические манипуляции от скопии, да, ну, ушами, как бы, горло я могла сама смотреть, да, инструментально, нос, соответственно, шить раны всевозможные, и, ну, мелкие раны, да, и акушерство у меня было, беременные женщины, да, вела сама самостоятельно. Работала в амбулатории врача общей практики. И, соответственно, когда у меня появлялись вот такие дети, я прямо наблюдала. У них есть такая периодичность, болеет. Начинает ребенок кашлять, чихать, бежит из носа сопли, температурка небольшая, да, хрипы появляются. Слушаешь, прямо появляются хрипы. И я говорила, я вижу периодичность у вас вот такую, да, это связано с миграцией аскарид. С миграцией аскарид, и все кричали, да вы что, вы о чем вообще говорите, да, но я молодой доктор приехала, никто никогда не говорил, что у нас аскариды, и вот я вот там педагог, муж у меня педагог, а вы, ну, была такая подобная история, да, вы мне говорите, что у моего ребенка яйца аскариды, вы о чем вообще, лечите мы нам там, слышите, хрипы, лечите пневмонию. Я стояла на своем, идите делайте рентген-снимок, только не у нас, а езжайте в город, да, и делайте, потому что в районе работала, езжайте, делайте снимок. Они приходили с снимком, и там, ну, похоже на пневмонию, но оно немножечко другое, как облачко такое видно, допустим, на рентген-снимке, да, и, как правило, как раз миграция аскарид. Аскариды так, они, ну, если вы где-то почитаете, посмотрите, через легкие, понимаете, вот эти аскариды, глисты ходят, да, у ребенка, и, соответственно, они вызывают и там эозинофилы в крови, допустим, вот то, что сразу ставит аллергические дерматиты, там полинозы всякие разные, эозинофилы повышаются, лейкоцитоз повышается, начинает лечить этими гистаминными препаратами, там, против аллергии, всевозможный огромный набор. Плюс лечат пневмонию антибиотиками и все и прочее. На самом деле надо выгнать глистов. Все. Не будет никакого дерматоза, изменений крови, не будет вот часто длительно болеющего ребенка, который через каждое там определенное время приходит, да, через месяц карту открываешь, и раз в месяц у него начинает сопли, кашель, температура, да, проблемы. Выгнать глистов. Все. Нормализовать иммунную систему, да, и все, шелушение, дерматиты, плаксивость, вялость, нарушение сна, раздражительность ребенка, отставание в росте, анемия у него сразу уйдет, и стул нормализуется, и пищеварение будет нормально, только выгнать глистов. Как мы можем выгнать глистов? Скажем так, да, это наши... Кстати, сейчас мне тоже очень много вопросов задают, и я тоже многим пишу, что, скорее всего, у вас все-таки паразиты. Тоже многие возмущаются. Где паразиты, если мы их не видим? Так мы их не видим. И как раз вот так же, как и поражение кожи, демодекс мы тоже не видим, да?
которая поражает слизистую кожу и вызывает множество всяких разных заболеваний на коже. Мы тоже не видим демотекс, но тоже с ним нужно бороться. Не тратить там кучу на какие-то косметические, да, всевозможные дорогие, там даже дорогую линейку косметическую, допустим, там уходовую, бессмысленно, пока демотекс живет, то ничего сделать невозможно. Здесь как раз иммунокод, он помогает как раз этим клеткам распознавать и вот этот чужеродный агент, да, и прямо они все сразу, Сергей появился, Машпушенко в чате, нет другой, сразу обезвреживать те же самые яйца, да, глистов и паразитов, чтобы они не проходили там транзитом и не размножались, и потом не вызывали кучу еще побочных всяких лекарственных болезней, плюс еще и потом еще лекарственных побочных действий, снижает иммунитет. А иммунокод как раз. И вот если кратко говорить, как раз иммунокод, он дает прямо клетка, которая запомнит, да, вот тот чужеродный агент, она дает команду всем строиться и пойти и победить. Ну, если кратенько, так иммунокод. И здесь, кроме того, ну, пептиды, опять же, молозива, я уже говорила, что с молоком матери. Почему именно молозива, да? Потому что в первые 72 часа, как правило, ну, в первые часы, когда выделяется молозиво, да, это густое молоко, это первое молоко, его называют, да, его не нужно сцеживать, выбрасывать, а как раз нужно кормить ребенка этим молозивом, потому что как раз он входит в себе фактор переноса, имеет, да, для памяти о всех болезнях тех поколений, если там нормально мама кормила дочку грудью, если молозиво дала, то передается память о всех заболеваниях, которые когда-то болели поколение там 100 лет, 200, 300 лет назад, да, человечество болело. И как раз это вот это молозиво имеет эту память, и мы передаем с молозивом детям. Но если не кормили там нас или детей первым молоком, молозивом, то, соответственно, трансфер-фактор нужен в нашем иммунокоде обязательно. И если это искусственник, если у мамы молока не было, да, связь это была прервана, то 100% иммунокод нужен, и его нужно принимать длительно. Потому что иначе этот новорожденный ребенок, который не получил молозива, он будет часто болеть. Он будет при встрече, вот в семью привели, там 5 членов семьи, да, у каждого какая-то хроническая инфекция, да, ну, носитель там, не знаю, вирусной инфекции, бактериальной инфекции, еще чего-то, да, он переболеет всем, чем болеют родственники хронические, допустим, или бессимптомно. Потом он пойдет на улицу, переболеет опять всем, и вот вам часто длительно болеющий ребенок, который без конца болеет, да. Кроме того, пойдет в сад, потом переболеет всем, чем его заразят дети, да, поэтапно. Пойдет в школу, будет болеть, в институт, и он будет каждый раз встречаться с новым агентом, да, и должен переболеть для того, чтобы у него память клеток сформировалась, запомнила, что вот с этим бороться нужно. Ну, вот так кратко, поэтому иммунокод – это борьба вот с вирусами, да, профилактика. Тоже мы также говорим, что более чем 700 заболеваний. И плюс улучшает тренировочные процессы, за счет чего? За счет того, что кровоснабжение в мышцах, уже разогрев изнутри идет, да, мышц. Мы же разогреваем мышцы, чтобы не получить травмы, для разминка, да. А здесь тоже получается разогрев, улучшение кровообращения, кровоснабжения, питания, мышцы, да. И поэтому тренировочный процесс улучшается, и многие, по-моему, кто-то показывал из наших, да, что Зинаида Братухина, да, видео отправила, что там на скакалке уже даже больше стало скакать с Б-кардио. Кроме того, нет этого посттренировочных застоев, да, метаболические тоже процессы, вывод очень быстро идет. И не будут болеть мышцы после тренировок, да, не будет такой мышечной боли. Но мы же замечаем, что после тренировок, после ходьбы длительной мышцы не болят, да. Дальше давление в норму, сахар в норму, сердце, сосуды в норму, нормализация веса, профилактика стрессов, да. Дальше
Что еще по иммунокоду хотелось бы сказать? Опять же, хоть я вам и говорю, что трансфер-фактор я принимаю давно, да, и хочу пометить, акцент такой сделать, что в той компании я и мои, вот многие тоже родственники принимали трансфер-фактор, но мы просто не смогли осилить, потому что он дорогой. Там программа омоложения стоит тоже, да, достаточно дорогая. И кроме того, их нужно принимать по 2 капсулы 3 раза в день. 6 капсул. 6 капсул я сама не смогла просто принимать. У меня просто рвотный был рефлекс. Потому что каждый день по 6 капсул, да, принимать это тяжело. Кроме того, это получается очень дорого. Даже на одного члена семьи. И кроме того, там программа омоложения, которые я сама рекомендовала даже женщинам, да, возрастным уже после 40 лет, это получается 6 банок и еще по большое количество капсул. Невозможно, оно не лезет просто невозможно. А иммунокод у нас по одной капсуле 3 раза в день. Я очень рада, что таблеточка такая миниатюрная, да, капсулка, не таблетка, капсулка. Ее принимать очень-очень удобно. И плюс туда еще лучшая изоловейта, да, добавлена. Поэтому это лучший продукт, аналогов на нашем рынке сейчас нет. Ну вот я постаралась ответить на ваши вопросы. И что еще, может быть, какие вопросы появились? Ну да, вот сейчас стоимость написали, да, 13 700 первичный, 12 тысяч. Если это пневмония, нет глистов, лечить надо правильно. Ну да, конечно, если нет глистов, то лечить нужно правильно, это однозначно. Если это действительно пневмония. Сейчас есть возможность уточнить, какая пневмония, и тогда пневмония, не пневмония, а, скажем, эозинофильное облако при глистной инвазии, его можно, хороший рентгенолог отличит от пневмонии эозинофильное облако при аскаридозной инфекции аскаридами. Ну вот Вика там пишет, да, конечно, пневмонию лечить нужно, это обязательно, однозначно. Кроме того, там и чувствительность нужно выяснять. Так, Ренат пишет, мощнейшая в детстве выраженная была каждый день, были головные боли, сильная рвота, каждый день давление порядка, что в больнице 1,5 капельницы наполняется организм, лекарства не получается. Ну, на лекарственные препараты, это, конечно, если много лекарств, любой лекарственный препарат имеет побочное действие, любой лекарственный препарат выделяется нашим органам, да, он же проходит и выделение происходит так называемый период полувыведения есть у каждого лекарственного. Из синтетического препарата, я скажу, да, и он выделяется органами какими? Почки, печень. Поэтому есть гепатотоксичные, и нефротоксичные препараты лекарственные при длительном применении, которые вызывают лекарственные болезни. Если честно, я вам скажу, что лекарственные болезни по смертности стоит на первом месте вообще-то. Понятно, это нигде не упоминается, но есть такие статьи, там, где смерть, пишем, сердечно-сосудистых заболеваний или еще чего-то, скорее всего, там больше даже лекарственная смерть. Так, муж принимает Б-карди, он все равно питается обычной пищей. Работает ли продукт, если он не пьет 2 литра воды, не делает зарядку, просто живет как жил, питается обычно, стал принимать Б-карди. Будет ли толк? Толка будет, но понятно, что медленнее результаты, потому что принимать это правило вообще, да, сейчас принимать нужно 2 литра жидкости, потому что если мы не принимаем, то реально высыхает не только кожа, но и мозг, потому что все органы, опять же, переносом, да, перенос это щелочное наше питье, правильная вода должна быть, правильное питье, но зарядка для того, чтобы, опять же, улучшать кровообращение, кровоснабжение, и лечебная зарядка, но она никому еще не помешала, 5-минутная. Будет у него толк, но пусть живет, как живет, и пусть питается обычной пищей. Со временем все равно у всех вкусовые привычки меняются. Мы все равно уходим, да, от тех продуктов, почему я объясняла, что
хочет человек много кушать. Почему? Потому что организм не получает витамины и минералы в достаточное количество, и, соответственно, организм подталкивает кушать еду, да, и искать из пищи, получать те нутриенты, да, витамины и микроэлементы, которые необходимы для биохимических процессов. А если человек кушает однообразно, ест, да, только там макароны, хлеб, картошку, там, не знаю, еще, ну, однообразное питание, то, соответственно, организм не получает те необходимые все витамины, аминокислоты, нутриенты, да, и заставляет постоянно человека кушать. Ну, что-то по крупицам оттуда вытаскивает. А для того, чтобы биохимические процессы в нашем организме проходили, как положено, как в часах, допустим, как много элементов работает слаженно, да, необходимо наполнить организм всей таблицей Менделеева. Не хватает цинка, одно заболевание, железа. Недостаток железа вызывает более чем 200 разных заболеваний. Не только, да, в том числе все сердечно-сосудистые заболевания, это тоже, как правило, недостаток низкий гемоглобин, малокровие, анемия, железодефицитная анемия, как хотите, да. Дальше анемия может быть вызвана те же самыми глистами, да, потому что реально эти паразиты, они же бывают разные. Аскарид это самое меньшее, да, по размеру, скажем так. Ну, острицы, да, самые маленькие, аскариды тоже, они небольшие, внешне-то в сантиметрах. А ведь бывает же ведь и сосальщики всевозможные, да, я отправляли вы, и печеночный сосальщик, и всякие разные там, они многометровые, они живут, они же тоже питаться им нужно, им же надо кормиться, и, соответственно, они тоже поедают большое количество для того, чтобы жить, да, а человеку, хозяину не остается совсем витаминов, там тоже развивается анемия, побочный такой круг открывается. И по дальнейшем появится ли в продаже по отдельности иммунокут и кардио? Ну, будем надеяться, что появится, но когда, пока неизвестно, в магазине у нас нет. Пока только по акции. Если по финансам сложно, то что выбрать сердечнику после инфаркта, кардио или иммунокут? Но это сердечник, если известно, сердечно-сосудистое заболевание, то, конечно, кардио. Но там идет 2 кардио и плюс 1 иммунокод. Этот набор возьмите, пожалуйста. Ну, вот Роза, да, Беременным получили что ответ. можно, спрашивает Светлана, беременным. Беременным? Что Угу. можно? Я не вижу вопрос по беременным женщинам. Беременным. Ну, давайте тоже так скажем, да, у нас очень много результатов, когда беременные принимают тоже продукты. Ну, конечно, это обязательно. Первое. Elevate беременным. У нас есть уже дети, которые родились когда мама принимала Elevate, да. У меня есть Да. коллега молодая, которая вот родила, считайте, подряд 2 детей, вот как раз в бытность компании в БЭПИВ, да. Elevate, но там надо дозировочку смотреть и принимать так, как удобно. Понятно, все, что у нас пьется, все, что разводится, это и Б-кардио, это и плюс, кроме Б-кета, давайте скажем, чего нежелательно беременным, да? В прошлый раз мы говорили, что нельзя, ну, не рекомендуется, вернее, да, это пластырями пользоваться, потому что нет достаточных еще исследований. И, ну, букета беременным в этот период тоже как бы не то, что запрещено, но не рекомендуется. Беременным и не рекомендуется чай. Ну, все, что имеет слабительный эффект, беременным не рекомендуется. Послабляет, да, потому что это может спровоцировать. Соответственно, получается, да, чай, синий королевский. Здесь слабительный эффект не надо. Дальше пластырь не нужно и букета. Нет необходимости тоже. Угу. Ну, бэслин, Угу. понятно, не нужно. Все остальное беременный, пожалуйста. Элевейта, детский продукт, иммуне, б-кардио. Что у нас еще? Какие у нас продукты Иммунокод. помогаете? Да, иммунокод, конечно. Иммунокод. Дальше. Ну, вот у Рози я ответила на вопрос. Анжелика, здравствуйте, принимала 2 года ЛВ, сейчас отдохнула, полгода планирую продолжить употребление, очень довольна результатами. Но по поводу отдыха.
многие тоже мне говорят, вот я отдыхаю, да, от продукта. Ну, как отдыхать? Клетки-то кушать хотят каждый день. Потому что тоже в зависимости от ситуации, да, биохимические процессы. Но вот наш организм, он как работает? Вот сегодня жарко, допустим, жара, тоже терморегуляция нужна, там какие-то определенные биохимические процессы происходят. Завтра холодно, допустим, да, похолодало, зима наступила. Здесь тоже, опять же, терморегуляция нужна, то все другое, да, перестраивается организм. Опять же, биохимические процессы происходят, не знаю, там как какое-то состояние там стресса, да, допустим, ну, не знаю, там работу поменяли или еще что-то, чего-то там, сразу там количество опять там аскорбина, там сегодня нужно подумать, посчитать, да, опять же там потребность повышается в определенных вещах, месячные, в конце концов, менструации у женщины, да, опять же тут гормональная перестройка, происходят другие процессы, опять же нужно клеточки питать правильно, чтобы ну, все нормально прошло там. И вот это понятие отдыха мне не совсем понятно, потому что это питание. Но вы же полгода не отдыхаете от питания, от еды, да? Желудок просит каждый день. И вот как раз желудок просит для чего питание? Для того, чтобы, опять же, питать клетки. Поэтому по поводу отдыха мне не совсем понятно. Но самое главное, что результат отличный. Далее. Ну вот по поводу отдыха я хочу сказать, у меня подруга, у нее совершенно случайно, возможно, сегодня в чате, совершенно случайно у нее получился отдых. Ну, так получилось, такая ситуация в жизни была. И они переехали в другой город. Ну, кратко, у них был пожар, и в пожаре сгорели все запасы продуктов нашего клеточного питания. Потом после пожара было тяжело, понятно, приобрести, купить. И там другие задачи стояли, все и прочее. И потом они переехали в другой город дочери. И она мне рассказывает, и говорит, после переезда, говорит, не могла разобрать вещи, сидела, да, вот просто вот не могла понять, с какой коробки начинать вещи какие-то разбирать, да, ну то, что. И, говорит, и у дочери где-то нашла 10 капсул лувейта. Она, говорит, я капсулу выпила лувейта, и у меня, говорит, руки, ноги сами, говорит, да, пошли расставлять вещи, уборку наводить и все и прочее. И она говорит, я буквально, говорит, 2-3 дня лувейт попила, говорит, и сразу увидела, внешнее лицо изменилось. Ну, что лицо помнит, да, видим по лувейту, она говорит, прям моментально. В детский сад пошла, говорит, ребенка провожать, уже такая уверенная в себе, энергичная, да, уже все расставила. И прямо махом, говорит, а так, говорит, прямо лицо стало падать. Ну, стресс, депрессия, переезд, смена климата и все и прочее, да, со всеми негативными событиями. А тут, говорит, прям моментально, говорит, похорошела, и моментально мозги, ну, грубо говоря, в кучу собрала. Поэтому отдыхать, и многие, кто отдыхает, также говорят, что появляются какие-то, ну, допустим, говорят, там, отдохну, я там в отпуске, да, мне никуда бежать не надо, попробую, я не буду принимать продукты, там, или в праздники, да, и, говорит, и сразу, говорит, сон нарушается, стул нарушается, какие-то мысли приходят не очень хорошие в голову, да, негативные мысли начинают приходить. Моментально все возвращается, опять же, потому что клетки начинают, ну, неправильно организм наш начинает работать. Далее, по сердечнику мы сказали, вот по поводу отдыха, вот Анжелики. Да, возврат к прошлому, Ольга пишет, действительно, как бы, опять понимаете, это получается прямо такой шаг назад, прямо отбрасывает очень сильно, да, человека. Это то же самое, когда вот после инфаркта миокарда, после острого нарушения мозгового кровообращения, или когда ребеночек, вот он начал ходить, маленький ребенок, да, вот уже стоит на ножках хорошо, хопа заболел, да, 2-3 дня температурил, все, он не встает на ножки опять. Опять вот такой отброс начинается, отбрасывает очень сильно, да. Или, допустим, и после острого нарушения, даже там транзиторное нарушение, да, транзиторные ишемические атаки, потеря памяти происходит. Я могу вам истории много рассказывать, да, и вот тоже в молодом возрасте у меня подруга транзиторную ишемическую атаку перенесла, доктор, сама терапевт, не смогла работать, заведующая отделением, ушла физиотерапевтом, по-моему, потому что уже такой объем операций, да,
мыслить, следить, ответственность за коллектив не смогла работать. Хотя она вернулась в жизнь, транзиторная атака была, одна на сутки, не понимала, кто я, зачем я, почему я. И здесь то же самое. Прямо отбрасывает. Она сейчас уже восстановилась, реабилитацию прошла, все прочее, да, но тем не менее. Понимаете, на фоне гипертонического криза перед днем рождения. Стол готовила, завтра юбилей у нее, она сегодня одна в одного готовила стол. И все, и у нее случился криз. И в свой день рождения она попала в стационар, не знала, кто она. Я пришла к ней, она меня не узнавала. Никого, ни мужа, ни детей, никого не узнавала. И она вообще не понимала, где я, кто я, зачем я, да. И вот, понимаете, поэтому действительно, Ольга, да, все сказано верно. Идет возврат к Алиса прошлому, Андреевна. отбрасывай. Да. Но все на этом, Мгм. вопросов нет. Мгм. Ну, Я больше с вами часа уже. Мгм. больше часа уже, Благодарим, Алиса молодцы. Андреевна. В субботу еще встретимся. Вопросов очень-очень много. Я тут вижу. Да, И такие емкие, да, надо готовиться и так далее. Я считаю, что надо еще проводить обязательно отдельную лекцию по паразитам. лекцию по паразитам. Но я Да, могу вам много по паразитам рассказать, да, потому что потому в что это одно же время я целая очень, наука очень, паразитология. да, в одно время этим я даже не то, что была увлечена, а вынуждена была этим заниматься, потому что жили тоже в Прибайкальском районе, где все живут на икре, на рыбе, поэтому паразитов было всяких разных, да. Да. И самое Мгм. главное, я хочу сказать, что даже, может, лекция о паразитах и не нужна, самое главное понять, что наши продукты помогают избавиться от этих паразитов, да, они Мгм. выходят, действительно уже люди в себе видят. Ну, давайте я расскажу, потому что я занималась в центре, наш медицинский центр занимался именно мониторным очищением кишечника, это были процедуры в 2000-х годах, да, Мгм. в начале 2000-х годов, я занималась вот именно мониторным очищением кишечника. И в этой трубке при мониторном очищении я видела паразитов всевозможных. Людям показывали, они, женщины, кричали, это не мое. Вот, это не мое, и все. А трубка стоит у нее, да, в прямой кишке, и она кричит, это не мой паразит, это не мое. Поэтому Но давайте, люди не когда верят, не даже не ведут знают, не не знают. расскажу. Мгм. Мгм. Ну все, Так, хорошо. давайте Все, всем послушаем спасибо, до гостей. свидания, я отключаюсь. Алиса Андреевна, благодарим, вот все благодарят. Очень нужная лекция, очень полезная, мега полезная, я бы сказала. И Надежда Будаева, наша гостья, специальная гостья из города Улан-Удэ, поделится результатами. Надежда, вы здесь? Так. Надежда руку подняла. Давай я Мгм. попробую. Микрофон, ага, включи. Давайте, да, разрешить говорить и Микрофон. Ну, я опять сейчас камеру все. Все, я включила камеру. Включить трансляцию надо, да? да, включить трансляцию. О, все хорошо видно. Всем доброго времени. Меня зовут Надежда Будаева. Мне 55 лет. По профессии я медицинская сестра. Вот скоро, совсем 5 марта, будет ровно 4 года, как я применяю продукты клеточного питания, как базовый Elevate постоянно и Accelerate. Но в последнее время я иногда пропускаю, но 3 года я вот эти продукты, их обоих применяла, потому что сейчас очень много стало других продуктов. Но на клеточное питание я уже скоро 4 года. Какие результаты получила? Я когда пришла, у меня самое главное, не было энергии. Это был март 2018 год. С продуктами познакомила меня Алиса Андреевна. Благодарю, Алиса Андреевна, что когда-то вот вы пришли мне на помощь, потому что в тот как раз момент я искала выход, как себе помочь, так как вот только 6 месяцев я вышла с больничного листа по поводу онкологии молочной железы, перенесла все возможные вот эти курсы лечения, химиотерапия, оперативное лечение, лучевую терапию, в общем, 8 месяцев на больничном была, как бы меня вели за ручку, не знаю, как медика, наверное, может, это все заведующие меня лечили, все 8 месяцев меня как бы за руку вели, лечили.
прекрасный момент, когда я пришла на прием на больничном листе, мне сказали, все, завтра вы на работу. Ну, естественно, вы даже не представляете, какой у меня вид был. Ну, если бы я хотя бы заранее знала примерно, когда на работу выйти, а когда вот так ошарашили, что мы сегодня закрываем ваш больничный лист, завтра идете на работу. И меня как бы вели по стационарам, и потом раз, как бы дверь открыли, выпустили меня. Ну, и все, да, дальше типа сама иди. Вот в таком состоянии была. Самое большее у меня не было энергии. Я вообще, можно сказать, не чувствовала своего тела. Тахикардия меня мучила, так как после химиотерапии, но если кто не знает химиотерапии, то это получается внутривенная капельница капает там, он как это, ну, яд, как яд капает, да. Вот самый тяжелый вот этот период был, когда у меня после первой химиотерапии волосы клочьями выпадали, потом после третьей химиотерапии опять такая же была проблема. Затем было оперативное лечение с удалением органа, да. В общем, и я в таком вот состоянии, если видно, вот фотографии. Меня вообще слышно хорошо? Это начинает Слышно? говорить. В таком состоянии я пришла вот как бы сюда, в нашу академию «Успех вместе», пришла за своим как бы здоровьем. И вот через месяц, вторая фотография, вот уже получила результат. За 1 месяц у меня ушло 3 килограмма веса, но я понимаю, что вот это у меня ушла пастозность, так как я стала очень много мочиться, нормализовался как бы сон у меня, стало более стрессоустойчиво. Первые 8 месяцев у меня ушел лишний вес, там даже до 11 килограммов доходило, даже как бы некоторые говорили, уже хватит худеть, что-то такое, но я понимаю, что у меня там чистка организма пошла, чистка желудочно-кишечного тракта, так как у меня всю жизнь страдаю хроническими запорами, мне легче было сходить тогда по большому быстрее, чем, допустим, по маленькому сходить. Вот такое состояние. Затем, что интересно, что вот я потом перестала 2 года вообще видеть сны. Сон как бы такой хороший, глубокий стал, за меньшее время стало высыпаться. И вот я всегда, ну, думала, куда же эти сны ушли, ну, как бы это вот такой результат. Хроническая усталость ушла. Вообще, я по жизни у меня, как вспоминаю, что даже с детства, начиная, наверное, какие-то выходные, какие-то, ну, такие моменты, вот откуда придешь, вот с работы приходишь, можешь лечь спать, в выходные дни, вот с утра я как бы по натуре жаворонок, с утра все дела попеределаю, и обязательно как сон час. И вот сейчас этого сна нет. Иногда бывает просто охота там какая-нибудь погода, допустим, дождик, вот так пледом укрыться, уснуть. Но нет этого сна, только ночной сон. А, людей много бывает обострений при применении наших продуктов, и это очень хорошо, я всегда ждала, всегда хотела, чтобы у меня что-то обострилось, головные боли, еще там что-то такое, но у меня не было этих обострений, ни одного. 2 раза у меня очищались бронхи, ну, так как у меня не было никогда хронического бронхита, вот такого, что вот, наверное, многие скажут, когда у нас в Улан-Удэ презентации городские были, да, и очень часто мы слышали, что ну, там кто-то, вот, кто начинал принимать наш продукт, начинали кашлять. Очень у многих была вот такая чистка бронхов. Так, через год, получается, в летнее время я что-то
так удивилась, думаю, что за меня пошло какое-то обострение насчет гайморовых пазух, начали у меня вот очищаться, можно сказать, какие-то гнойные выделения, хотя у меня в жизни никогда не беспокоили меня гайморовые пазухи, никогда не было гайморита. Вот такая у меня чистка была. Мне уж приходилось там санировать, в общем, растворы, все. После этого момента больше ничего не повторялось. Кожа подтянулась, ногти укрепились. У меня всю жизнь были такие тоненькие ногти, но я, так как всю жизнь в медицине работаю, ну, как бы никогда не крашу. Вот, наверное, многие у меня там, кто в соцсетях за мной следят, наверное, тоже замечают, женщины особенно, что у меня никогда не накрашены мои ногти. Я еще хотела сказать, вот, как бы скоро 4 года, как применяю, и вот недавно совсем, перед Новым годом, я решила попробовать наш продукт Бекета. Хотелось немножко еще скорректировать свою фигуру, хотя у меня сейчас вес, можно сказать, нормальный. Сейчас немножко на экран покажу. Нет. За 2 Видно? месяца применения Бекета у меня ушло минус 2,5 килограмма. Животик так подтянулся. И вот здесь все подтянулось. Я чувствую, вот с боков вот уходит как бы вот этот как внутренний жир, наверное, все подтягивается. И талия минус 3 сантиметра точно. Даже, возможно, 4 сантиметра. И вот сейчас чувствую, даже вот сейчас Нового года я уже не кушаю, сегодня уже какое число? 21 число, да? И я чувствую, как будто вот этот продукт еще работает, зарабатывает. И вот здесь вот такой какая-то типа ямочки появляется. Я очень Здорово. довольна. Но я еще 2 таких пакета оставила на весну, перед летом. Думаю, сейчас Ага. я уже как бы довольна этим результатом. Еще 2 пакета я По бикардио тоже у вас есть результаты, да? Так, бикардио, да. Я смотрю везде. Когда я первый раз его применила, я была в таком восторге, естественно, ну, видимо, вот эта энергия передается вот через видео, да, и поэтому вот, наверное, многие здесь участники, наши партнеры, ну, уже помнят вот это видео. Я вот получила этот продукт, после работы зашла на почту и получила продукт. Ну, видео сняла, что я получила новый продукт, там и все оставила. И что-то чувствую, что у меня что-то немножко так тяжесть в голове, что-то тяжесть на глазах, вроде бы это. Иногда у меня часто бывает, у меня никогда давление не повышается, но может понизиться. Я хотела выпить еще аскофен таблетку, а потом вспомнила про этот продукт и думаю, там мерная ложка есть, пол мерной ложки развела на полстакана воды, выпила, думаю, пойду, ну, лягу, отдохну. И такая лежу, и так, знаете, вот такое ощущение вот такой легкости в груди. Вот я всегда сейчас говорю уже, что вот такой, я сейчас применяю продукт, после него, может, кто-то дышал, ну, кислородом, да, кислородной подушкой. Ну, я так и в медицине, я уже все равно же пробовала кислородом. Вот как будто кислородом подышала, и тут как будто в груди легко-легко, и вот это вот здесь вот тяжесть как бы уходит. Вот такое состояние. Я потом пошла, перемерила давление, у меня как бы 94 было, по-моему, 105 стало. И потом через 2 часа мерила, она также держалась. Вот такой результат получилось даже с половиной дозы. Очень мне нравится этот продукт. Я его беру на работу, так как работаю в поликлиническом отделении, у меня 3 часа заканчивается большой прием пациентов, я сижу с врачом-неврологом, и прием заканчивается, я иду пить наш продукт Бикардио. Так как у нас кабинет такой небольшой, народу всегда очень много, большие приемы, и это постоянно часто проветриваем. У меня так бывает гипоксия на работе. И вот этот продукт вообще спасает. И еще сразу про этот продукт расскажу, что вот мамы вот в начале января тоже было у нас перемены температуры, ночные, дневные, так как у нас же резко континентальный климат.
И это давление 2 дня у нее повышалось до 150 на 90, и у нее было такое, ну, сейчас реже бывает такое сжатие в груди, бывает у кого ишемическая болезнь сердца, да, это когда по-медицински сказать, когда сердце нуждается в кислороде, да, а она не поступает в нужном количестве, да, по сосудам кислорода, и вот тогда вот бывает такое сжатие, ну, как бы здесь в груди боли. Вот. Ну, хотя первый раз я дала ей давление таблетку, но ждали, не было как сильного результата, хотя она его пьет в обеденное время, я решила еще второй раз дать, и когда она выпила, через 15 минут у нее все вот это отпустило. А на завтра уже, когда второй раз тоже у нее давление поднялось, все, но я уже сразу его давала, и вот такая помощь она дает. Здорово. Так, сейчас я сильно не буду задерживать с этим результатом, просто вкратце расскажу, что у меня внуки употребляют продукт Grit Kids. Вот результат моего внука, ему исполнилось 1 год и 3 месяца, в прошлом году, уже получается позапрошлом году, в 2020 родился он, и у нас после роддома у нас патологическая была желтуха. Ну, многие знают, что это такое. Желтуха у новорожденного, патологическая, когда билирубин в крови очень был завышен, вообще в несколько раз, так что его как бы сразу положили патологию новорожденных. Ну, там, не знаю, чем лечили, под лампой все держали, все, в общем, 6 дней продержали, выписали, все равно такие высоковатые были. И я созвонила с Алисой Андреевной, говорю, что делать, нужно что-нибудь дать, помочь. Я до этого слышала, что птиц можно маленьким, если есть какая-то патология. Так как, ну, дочь меня так сильно не поддерживает, как бы в этом, я как бы давала своему новорожденному внуку одно саше, делила на 7 частей, и на неделю хватало одно саше, я ему каждое утро, так как помогала после родов дочери, ему давала в течение месяца. И вот когда они ну, в Иркутске в это время жили, уехали там домой, у них почти что уже была норма, и затем она нормализовалась, билирубин, чему очень рада. Я при каждой встрече со своими внуками, я вот постоянно, вот как у меня, как гостинцы мои, Grit Kids, и вот ему, у меня внучке вот недавно исполнилось 6 лет, но она очень вот этот продукт любит, кисленький, она говорит, дай мне апельсиновый сок. И у нее результат, вот у нее атопический дерматит был в то время, когда у меня внук родился, как раз я ездила в Иркутск, и там дочь еще до родов мы ходили, аллергологу, дерматологу ходили, вот куча она каких-то мазей, гелей для душа, что-то там, лекарства все купила. И я начала уже как бы уже следить, чтобы каждый день она его пила, этот продукт. И вот в течение месяца, когда я с ним была, я уже видела, что кожа у нее такая стала, такая влажная, такая бархатная. И уже я уже ее не мыла всякими вот этими разными средствами. И сейчас, когда вот мы с Кристиной встречаемся, и я вижу, что у нее кожа уже очень такая уже нормальная. Нет даже следов вот этого атопического дерматита. Это что, ну, видимо, дочь тоже замечает. И, в общем, не отказывается ей давать вот этот наш продукт. Скоро они опять приедут. Я, в общем, все заказала. У меня будут бабушки тоже гостинцы такие. Вот так. Благодарю, Надежда, благодарю вашей истории. Ну, очень вдохновляет многих, конечно, помогает очень многим. Я знаю уже, я с вами знакома уже более 3 лет, поэтому спасибо большое, благодарю за рассказ. И теперь включаем Сергея, это Израиль к нам подключается, Сергей Ушенко. Так, Сергей, поднимите руку, пожалуйста.
Сергей. Сергей, вы здесь? В тот раз тоже при встрече в этой группе должны были выступать. То ли мы Сергей, очень... я включила микрофон, Сергей, только видео, Мгм. да. Сергей, Так, меня он видно? здесь. Видно, видно. Вот, подключился. Благодарю. Друзья, как меня слышно? Хорошо? Хорошо. Отлично. Доброго времени суток, друзья. Благодарю Туяра за приглашение на такую интересную мини-лекцию. С большим удовольствием уже второй раз, не второй раз, уже несколько раз присутствую на таком мероприятии, где Алиса Андреевна нам отлично и красиво, вкусно рассказывает про все продукты. С удовольствием слушаю и получаю максимум информации, стараюсь побольше запомнить, потому что, извините, я сейчас занимался немножко, отдышка. В общем, меня зовут Сергей, мне 51 год, живу я в Израиле, 2 года, как уже являюсь учеником Академии «Успех вместе». И что я хотел бы сказать по продуктам, с которыми ознакомила нас Академия, и личный результат по применению. С базовыми продуктами знаком давно, употребляю их на постоянной основе, но хочу остановиться именно вот на этом продукте, который просто хочется мне о нем говорить. Почему? Потому что у меня была физическая работа, я работаю в системе вентиляции и кондиционирования, потому что в Израиле это проблемная ситуация, жарко, холодно, нужно без этих систем как бы никуда. Работа физическая, и у меня случился на работе травматический случай в плечевом суставе. Как уже один раз было, мне пришлось перенести операцию. После второго раза, то, что я получил на работе, опять та же самая ситуация. Познакомившись с продуктом Degenerate, на постоянной основе начал его просто употреблять, верить, что он действительно заявлен так, как компания нам его рекомендует. И действительно, друзья, я хочу вам сказать, что через 2 месяца применения у меня сошла это воспаление. Операцию мне отменили. Здорово. Чувствую себя отлично. Рука работает. Был, когда я в Иркутске, мне Андрей Петров, знаете, нашего Костоправа, да, давал некоторые рекомендации. Но даже его рекомендации не помогли мне так, как помог этот продукт. Я вот именно честно хочу сказать, что, ребята, он конкретно работает, потому что проверено на себе. Как вы видите, слышите, наверное, у меня немножко изменился голос. Да? Все слышите. Хочу вам сказать, что неделю назад меня постигла участь познакомиться с новомодной болезнью 21 века. Да, я сейчас нахожусь на карантине. Последние дни хочу сказать, что симптомы как бы у меня есть, но проблем как бы физического характера, что нет аппетита, нет настроения, слабость какая-то. Я этого всего не ощущаю. Почему? Потому что благодаря вот этому продукту, да, кто еще не знаком, Лариса Андреевна сейчас о нем рассказывала очень хорошо. Он действительно меня, можно сказать, вытаскивает и помогает на данный момент, потому что я чувствую, что мне хочется что-то делать, мне хочется что-то творить. Больного не похоже. Я не могу находиться в закрытой комнате, мне хочется разговаривать, говорить об этих продуктах. И что еще хотел сказать, я хочу рассказать, ребята, вот об этом продукте. Личного применения. Да, я смотрю, здесь в основном у нас в чате одни женщины, мужчин мало. И хотел бы немножко сказать о нем как мужчина. Девчонки, ваши мужья должны этот продукт полюбить. Если они его полюбят, это в ваших руках. Вы не представляете, что он дает. Я как мужчина просто рекомендую вашим мужьям, чтобы они с ним познакомились. Ура! Я не знаю, как он работает с женщинами, но с мужчинами это что-то невероятное.
Так что от души рекомендую. Рекомендую просто все продукты такие же. И как Бикета, и эти научные все открытия. У нас это просто космические продукты. За ними просто нужно наблюдать, а организм как их впитывает, с каким удовольствием он получает это все. Я просто готов летать. Я, наверное, хочу подать заявку полететь в космос. Сергей, пользуясь случаем, покажите Фуилгип, ну, Эко. Вы же получили, да? У нас тоже акция идет на наши новые технологии для техники. Просто покажите, вы счастливый человек. Первым получили. Один из первых. Здесь вот аннотационная брошюрка приходит. Сам продукт находится вот в таких пакетиках маленьких. Да. И я его еще не пробовал, потому что не выезжал. Машина ждет с нетерпением, так же, как и я. Вот он на ладошечке, вот он, видите. Вот эти капсулы. Ой, не капсулы, таблеточки. Я знаком с такими похожими технологиями давно, благодаря Андрею Артуровичу. Я знаю, как они работают. Я вот точно уверен, что и я, и машина будет довольна. Плюс еще экология и, в общем, продукт шикарный. Всем рекомендуем наши продукты, технологии. Как рекомендую. Я не то, что рекомендую, настоятельно рекомендую, потому что автомобилисты поймут. Здесь в основном женщины, но кто-то из вас, конечно же, за рулем. Это расходники, это чистое масло, это фильтры, это свечи, это клапана, это нагар, это катализатор, это выхлоп в атмосферу. И, в общем, машина довольна, хозяин доволен. Хозяин доволен, жизнь удалась. Здорово. Благодарим, Сергей, ваша энергия. Вот прямо кричать хочется ура, ура, ура. Скорее всего, выздоровление, хотя вы не похожи на больного. Абсолютно. Что? Скорейшего выздоровления, но вы не похожи на больного. Нет, я не хочу быть похожим. Я чувствую, что у меня есть голосовые изменения. У меня завтра карантин уже заканчивается. В принципе, у нас его уже как такового нету. Но меры предосторожности будем опять же соблюдать. У нас не двухнедельный карантин, сейчас недельный. И можно выходить уже в люди. Я чувствую, что результаты положительные, идут в лучшую сторону. Здоровье улучшается, проблем у меня нету, поэтому организм справится благодаря таким технологиям, благодаря академии, благодаря рекомендациям, благодаря вот таким вот встречам. Мы сможем донести больше информации людям о продуктах. Ну и, естественно, желаю всем здоровья, успехов, любви и процветания. Благодарю. Можно слово? Давайте. Несколько слов. Сергей, вот я хочу сказать, что прямо благодарю вас за ваши результаты, потому что для нас очень важно было слышать из уст мужчины. Мужчин у нас мало, да, и в основном мужчины, знают, да, мой мужчина слушается, а многие ведь не слушают и не принимают продукты, да, вот я сегодня об этом говорила. И это очень важно. Я так понимаю, что вы сейчас как раз проводите время с пользой, да, как раз хобби, красивому нашему интернет-бизнесу уделяете больше времени в карантине. Еще один плюс, да, с одной стороны, что как раз нашим бизнесом можно заниматься, скажем, даже и лежа, и даже в карантине. Вот это преимущество. Я надеюсь, что у вас будет все без осложнений, о которых я рассказывала, да, поэтому, классно, здорово. В любом случае мы все встречаемся с этой инфекцией. У многих антитела, и многие бессимптомно перенесли. Вот та же Надежда Будаева, которая говорила, да, очень многие бессимптомно. Как раз благодаря нашим продуктам мы помогаем нашему организму, и наш организм побеждает болезнь. Тем более иммунный код сейчас есть. Классно, Сергей. Я прямо рада была вас видеть, слышать. Мысли, правильное питание, вода, зарядка делают свое дело, да. Поэтому... Здорово. И позитивное всем мышление.
Ну, здорово. Благодарю вас за эфир тоже. Классно. Молодец. Благодарю вас. Спасибо огромное. Благодарю всем. Сегодня прошло, по-моему, ну, классная встреча, почти 2 часа. Так, всем спикерам, выступившим гостям благодарю от имени участников видеочата. И всем говорю до встречи в субботу, тоже встретимся. И постараемся провести такие встречи каждую субботу. Всем до встречи, всем здоровья, счастья. Пока-пока.